Праздник начинается с утра. Верующие совершают омовение, надевают новую одежду. После этого в мечети совершают намаз. На праздничную молитву сегодня собралось около 3000 человек. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Шумно, весело и красиво. Сегодня в столице полуострова отмечают один из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Этот день особенный, готовятся к нему ответственно. Крымско-татарские песни и танцы. Основная часть зрителей находится перед сценой, но все-таки еще больше людей здесь, перед выставкой. Здесь все связано с крымско-татарской культурой. И, конечно же, нас больше всего интересует национальный орнамент и головные уборы. Селям алейкум. Расскажите, пожалуйста, что представляете, что хотите показать гостям и крымчанам своей выставкой? Байрам хайрлы вас. И мы по частицам, по деталям собираем это по музеям мира. Эта фреска, она практически нам неизвестна, потому что она до 18 века это было нормальное явление этой фрески. Дело в том, что фреску украшали ювелиры. Те ювелиры, которые были лучшими в Крыму. То есть на мне сейчас уникальная работа. Саголанас. Кожаные изделия, картины и украшения – все это на крымско-татарскую тематику. Мастера показывают свои работы, у гостей от разнообразия разбегаются глаза. Очень все нравится, в хорошем настроении. Желаем всем то же самое. Поздравляем всех с праздником Курбан-байрам. Желаем всего самого наилучшего, хорошего. Настроение хорошее. Что больше всего нравится? Рассказывайте. Очень нравится, люди веселые, песни хорошие. Очень приятно находиться вот здесь. Очень хорошо, мы всегда приезжаем. Всех поздравляю с праздником, здоровья, богатства и крепкой веры. Мы сегодня вместе сделали праздничную молитву. Конечно же, мы помолились за тех, кто находится в паломничестве, и за наших близких. И вот сегодня вместе празднуем. Народная музыка и национальная хореография. Праздничная атмосфера буквально с порога. Курбан-байрам мубарек олсун! И дети здесь не скучают. Для них подготовлена яркая программа. Селям алейкум. Расскажите, во что играете? Играем в кубики, построим высокую башню. Что больше всего здесь нравится? Нам нравится, и мы играем хорошо. А тем временем все представители сильного пола на татами. Еще бы, главное украшение праздника – национальная борьба «Куреш». Национальная крымско-татарская борьба «Куреш» только начинается. Сейчас участвуют самые маленькие участники. Будут всего 2 категории. В каждой категории будет заветный многокилограммовый приз. Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения, приуроченный к окончанию хаджа. Борьбу проводят традиционно. В первую очередь хотелось бы всех поздравить Курбан-байрам, мубарек олсун эпсилерге. И у нас каждый год проводится праздник этот. И обязательно на этом празднике должен обязательно куреш. И вот мы со всего Крыма собрали детей, и чтобы они украсили этот праздник. Живой символ победы – баран. Выбирают его ответственно, ведь это основной приз самому сильному борцу. Я всего одну схватку боролся. У тебя получилось? Ты победил? Да, получилось, я выиграл. А у тебя все-таки расскажи, какой был соперник? Хороший. Хороший. Поздравить мусульман Крыма приехали представители власти, крымского мусульманского духовенства и национально-культурных автономий. Конечно же, каждый раз, когда мы говорим «праздник», это означает любить, быть любимыми. Праздник – это мост, который позволяет жить вместе в мире. Все нации должны защищать этот мост, и тогда будет мир. Всех еще раз с праздником поздравляю. Иншаллах, всем нам здоровья, процветания и благополучия. Отмечают праздник обычно несколько дней, а уже в следующем году мусульмане полуострова смогут отметить Курбан-байрам уже в новой соборной мечети Джума-Джами. Телеканал «Миллет» поздравляет всех мусульман Крыма с праздником Курбан-байрам мубарек олсун. Лиля Виджат и Виталий Голубев, телеканал «Миллет».